Здравствуйте. В воскресенье в спорткомплексе «50 лет Победы» завершился очередной чемпионат республики по боксу. Особую ему значимость ему придает в этом году то, что по его результатам формируется состав сборной команды нашей республики для участия в российском чемпионате. Напомню, он пройдет в начале мая в Якутске. О результатах республиканского чемпионата и перспективах участия якутских боксеров в российском чемпионате сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Понедельник – первый день Масленицы. Она продлится до 18 февраля. А теперь о новостях. В Ленске открылась специальная лаборатория для наблюдения за воздействием на природу трубопроводной системы Восточная Сибирь, Тихий океан. Лаборатория открыта при Ленской районной инспекции охраны природы. Для инспекции поступила аппаратура стоимостью около 6 миллионов рублей. Лаборатория прошла сертификацию. Интересно, что до начала эксплуатации этой трубопроводной системы еще, наверное, не один год пройдет, а лабораторию уже построили? Так оно и должно быть, ведь перед лабораторией поставлена задача осуществлять мониторинг состояния экологии в местах пересечения трубопроводной системы с речными преградами. И, кстати сказать, в скором будущем лаборатория покинет свое приспособленное помещение и переедет в так называемый Дом природы. Сегодня на городской планерке в администрации Якутска Илья Михальчук лаконично прокомментировал свою встречу с президентом республики. Он сказал, что она прошла в нормальной рабочей обстановке. По словам мэра, главу республики интересовал один вопрос: сможет ли мэрия преодолеть коррупцию? Ну и какой же был интересный ответ мэра президенту? Хотя мэр и не сказал своим подчиненным ответ, но, судя по всему, ответ был оптимистичным, поскольку президент был удовлетворен ответом. Ну, кстати сказать, эта встреча ведь неделю назад, почти неделю назад прошла в Москве. Ну а тем временем Илья Михальчук снова собирается в столицу России. Ожидается, что в среду, в четверг там в правительстве столицы Российской Федерации пройдут его встречи о взаимном сотрудничестве Якутска и Москвы, в том числе и в связи с подготовкой. Планируется, что в этом году начнется строительство моста через Лену. Однако этот проект вызывает недовольство некоторых якутских ученых. По их мнению, мост не сможет выдерживать ледяные заторы и предлагают другой вариант – подземный тоннель. По их мнению, этот проект не только надежнее, но и в 2 раза дешевле. Неожиданно с учеными согласился исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Артур Алексеев. В интервью Саха-Ньюс он заявил: «Я думаю, что с такими крупными объектами не надо было спешить, поэтому мы предлагаем взвесить все минусы и плюсы, возможные риски, так сказать, обезопаситься на многие годы». Конец цитаты. Ну, наверное, эти опасения не лишены ведь оснований. Ведь действительно, скажем, весной, когда идет паводок, ледовые заторы образуются, а это место как раз самое такое опасное. Ну и какая мера борьбы с ними? Это бомбежка? Ну, в случае бомбежки ведь никто же не будет гарантировать, что мост останется целым. Ну, по этой же причине МЧС также не поддерживает проект строительства моста, и лишний контраргумент – авария на газопроводе. Кстати говоря, мост должен быть построен к 2012 году, а строительство тоннеля займет в 2 раза меньше времени. И о спорте. В Якутске продолжаются игры чемпионата столицы республики по мини-футболу. Вот так завершился очередной тур высшей лиги. Итак, в воскресенье в Якутске завершился очередной чемпионат нашей республики по боксу. Якутские спортсмены и боксеры в очередной раз, или в последний раз, можно уже сказать, на крупном турнире показали, на что они способны накануне российского чемпионата. Напомню, он пройдет в Якутске в начале мая этого года. Надо сказать, что чемпионат Российской Федерации уже однажды проходил в столице нашей республики. Было это в 1982 году. Вообще надо признать, что начало 80-х годов – это годы подъема якутского бокса. 80-й год в Сочи был чемпионат Российской Федерации. Мы поехали вчетвером. Это Виктор Ефремов, Александр Петров, Михаил Валь и Владимир Дронов. Ну и в финале Александр Петров у нас проиграл, но приехал победителем, все равно мастером спорта. Владимир Дронов занял 1-е место, стал также мастером спорта. Таким образом, из 4 спортсменов 2 приехали мастерами спорта. И 3 медали было. 82 год, 25 лет назад чемпионат России проходил. У нас было 3 чемпиона. Это 48 килограмм Александр Петров. Виктора Ефремова не допустили к этим соревнованиям. Он только что выиграл турнир международный, выполнил норматив мастера спорта международного класса. А
Чемпионом стал еще 51 килограмм в очень ровном бою с Анатолием Пахомовым Александр Михайлов. И в 67 килограмм Владимир Дронов стал вторичным чемпионом России. 83 год, самый тяжелый год, это спартакиада народов России. Вот тогда Якутия сделала очень большой скачок. Единственная организация увезла двух чемпионов. 48 килограмм Александра Петрова с Воронежа, в городе Воронеже были, и Анатолий Пахомов, который действительно на данный момент был сильнее Михайлова, значит, также Анатолий Пахомов занял первое место. Таким образом, мы подтвердили на протяжении ряда лет, что в Якутии достаточно сильные спортсмены были. И я хочу сказать, что это единственная организация, которая со спартакиады увезла два чемпиона. Даже команды, занявшие первые, вторые, третьи места, имели по одному чемпиону. В этом финальном бою неожиданности не случилось. Мастер спорта из Нерюнгри Александр Самойлов, он в красном, выглядел уверенно во встрече с чемпионом Якутии 2006 года, мастером спорта Степаном Бережоновым из команды училища Олимпийского резерва. Александр Самойлов одержал победу по очкам. Предсказуемым был результат и этого боя. Победитель чемпионата России среди студентов 2006 года Дмитрий Винокуров, он в красном, выступал он за команду Госуниверситета. За чемпионский титул 2007 года дрался с кандидатом в мастера спорта, призером первенства России 2006 года Виссарионом Толстяковым из Якутска. Дмитрий Винокуров, напомню, он в красном, и одержал победу, стал чемпионом. В этой весовой категории чемпионский титул оспаривали чемпион России среди студентов, мастер спорта Николай Дмитриев в красном. Он из команды Госуниверситета. Его соперником стал чемпион Госуниверситета, кандидат в мастера спорта Николай Алексеев. Чемпионом стал Николай Дмитриев. Финальный бой в этой весовой категории оказался одним из самых зрелищных в заключительный день чемпионата. В красном участник двух чемпионатов страны, чемпион Якутии 2005 года Владимир Будаев. А его соперник Гаврил Савинов. Он трехкратный чемпион Якутии, призер чемпионата Дальнего Востока. Мы с вами увидим фрагменты из 3 раундов этого боя. Итак, этот бой судьи остановили и присудили победу Гаврилу Савину. Этот бой также вызвал ажиотаж среди болельщиков. Кандидат в мастера спорта из Мирного, прошлогодний чемпион республики Иван Ярыгин, он в красном, в этом году не смог подтвердить свой чемпионский титул и уступил трехкратному чемпиону Дальнего Востока, мастеру спорта из Якутска Михаилу Тарасову. Судьи в 4-м раунде за явным преимуществом отдали победу Михаилу Тарасову. Виктор Павлович, что в этом году будет? Вы знаете, мне трудно говорить, потому что я пока сегодня предстоит очень много работать, ибо по сегодняшним предварительным боям, значит, боксеры не в лучшей форме. Меня очень беспокоит подготовка вот сегодняшних победителей. Очень беспокоит. А насторожило еще больше меня участие наших лучших спортсменов в студенческом обществе, когда мы не завоевали ни одной путевки. Вот на сегодняшний день меня беспокоит. И проведенные здесь поединки меня также очень сильно... Все не углу ринга готовятся к продолжению. Ну вот, несмотря на такой не очень, скажем прямо, оптимистичный прогноз, все-таки хочется верить в лучшее. А именно в то, что за 2 оставшихся месяца боксеры и их тренеры все-таки успеют наверстать упущенное.
Я имею в виду прежде всего 11 боксеров, которые по результатам чемпионата нашей республики уже попали в состав сборной республики на чемпионат России. На сегодня все. До свидания.